Друзья, всем привет! И сегодня у нас второй день нашей практики медитации. И надеюсь, вы вчера помедитировали, у вас все получилось. И я думаю, что вы заметили, что про себя в медитации, что не все так просто, как кажется, да, вроде бы ты сидишь. На самом деле не так просто, во-первых, высидеть эти 10 минут, и в голову приходит очень много всяких разных мыслей, притом они приходят постоянно, приходят, уходят, и это бесконечный поток. Вот, меняются ощущения в теле, звуки снаружи, все это нас отвлекать может, возможно, это нас все может отвлекать, но надо не отвлекаться, да. И у нас вообще задача в нашей медитации, вообще у нас практика осознанности, это у нас медитация идет осознанности, да. Сатипатана практику мы вообще практикуем. Нет, мы практикуем медитацию, мы практикуем технику медитации сатипатана. Это вообще практика осознанности называется. И в чем она проявляется, что нам нужно осознавать? Мы просто учимся быть в настоящем моменте и наблюдать за тем, что происходит сейчас. А прямо сейчас может происходить множество разных процессов, и я думаю, вчера в медитации вы это уже заметили. Смогли, по крайней мере, что-то заметить, потому что прямо сейчас у нас происходит дыхание, прямо сейчас мы чувствуем, допустим, что мы сидим, прямо сейчас мы слышим какие-то звуки, где-то что-то хлопнуло, где-то там проехала машина, где-то птички поют, если на улице, допустим, медитировали, а не дома. Воздух на щеках, температуру воздуха на щеках, на теле, масса всяких ощущений, вкус даже во рту, запахи какие-то, масса всяких ощущений может быть. И также наши мысли и эмоции, которые они вызывают, это тоже все происходит в настоящем моменте. И наша задача не залипать вот в этих звуках, в ощущениях, в мыслях, а наша задача просто за этим наблюдать. Просто наблюдать, что происходит. Потому что в медитации, вот знаете, у людей бывает, у меня самой такое было, как я считала, что так должно быть, что медитация приведет к тому, что у тебя в голове не будет мыслей, и ты улетишь куда-то в нирвану. Я так думала. На самом деле, серьезно, я говорю, я так и считала, что ты должен куда-то улететь. И я потом поняла, что не одна я так считаю, потому что как-то на работе у меня коллеги знают, что я медитирую. Считают, господи, у всех свои увлечения, да, там, занимается какой-то фигней. Вот, и потом у меня одна коллега как-то такая спрашивает, у нас в кабинете 5, да, одна у меня спрашивает такая: вот ты медитируешь, я говорю, ты же там в нирвану улетаешь, да, куда-то в медитации, там, тебе становится там хорошо, и мне так стало смешно. Я говорю, нет, такой задачи вообще в медитации нет, ты просто сидишь и наблюдаешь настоящий момент. Как это? Я говорю, вот так. И я поняла, что объяснить вот так вот это сложно за минуту. Вот. А что-то все так прониклись этим разговором остальные, я поняла, что вот люди почему-то так, наверное, считают. Я ей говорю, да нет, такой задачи вообще нет, улететь куда-то в нирвану. У тебя задача просто сидеть и наблюдать. Она меня не поняла. Я особо ей не стала объяснять, потому что на тот момент я еще не могла это объяснить, я как бы это понимала, я это практиковала. А сейчас я могу это объяснить, что задачи нету остановить поток мыслей, и это невозможно. Когда посидишь в медитации, ты сам понимаешь это, что мысль, она просто пришла, и мысль через какое-то время ушла, если в ней не залипать. Или даже если ты в ней залип, ты потом внимание в себя назад перебросил, посидел, и ты понимаешь, сосредоточился на дыхании, и все, этой мысли нету, она куда-то делась. Потом приходит какая-то другая совершенно мысль. И вообще наш ум — это такой интересный, как это сказать, устройство, или что, или человек, или что это ум такое. В общем, посылает такие всякие интересные мысли, в которые ты не замечаешь, как тебя щих и засасывает. У меня так постоянно эти сериалы какие-то, даже до сих пор. Но со временем, когда практикуешь, становится заметней, что ум становится более спокойный. Но это не следствие того, что мы выгоняем какие-то мысли из себя. Нет, просто ум успокаивается и становится легче.
но все равно у меня регулярно приходит куча всяких мыслей в голову. Просто когда в медитации находишься, через какое-то время мыслей становится меньше, и потом как-то вот ощущаешь, что ум прям успокаивается, да. Такой эффект присутствует. Также внимательность повышается со временем, да, и концентрация улучшается на работе. Я это вообще вот ощутила, особенно когда период отчетов, я бухгалтером работаю, когда период отчетов, то там вообще просто медитировать это необходимо, потому что тогда ты в свои отчеты погружаешься и делаешь их вообще намного-намного лучше, чем когда не медитируешь. Это такой вот я эффект уловила, да, такое есть. Ну, это вот прям практическое, да, такое применение медитации в жизни. Вот. И смотрите, что хотела показать еще вам, что когда мы садимся медитировать, да, мы закрыли глаза, мы внимание в себя, мы потом сканируем тело и считаем свое дыхание, да, и, допустим, у нас мысль какая-то пришла, если мы на нее отвлеклись, ничего страшного. Мы обратно переключаем свое внимание на свое дыхание и наблюдаем свое дыхание. Если мы потом наблюдаем ощущения там в животе, например, то и также нас сбивают мысли, то мы просто возвращаем свое внимание обратно в ощущение в животе и наблюдаем за этим. Расстраиваться не надо, что приходят мысли, отвлекают. Это нормальный процесс физический наш. Ментальный. В общем, это наш нормальный процесс, это жизнь. Мы просто наблюдаем, что вот это происходит. Нам не нужно себя ругать, нам просто нужно принимать, что ну вот это так вот происходит. Да. Сейчас вот так, а потом вот так. Вот. И со временем это вырабатывает мудрость. Кстати, да, и еще, если затекает тело, где-то какой-то дискомфорт, то тоже сразу мы не отвлекаемся, да, с этого дискомфорта, ну, не меняем позу, а пробуем посидеть, и вы заметите, что ощущение также потом, даже, допустим, где-то что-то зачесалось, потом раз, перестало чесаться. Если сразу на это не отвлекаться, а продолжать внимание удерживать, допустим, на дыхании, то потом через какое-то время это ощущение либо в другую часть тела может перекинуться, либо вообще просто куда-то исчезнуть. Ну, все так происходит интересно. И вот мы вот это все наблюдаем, что происходит, и наша задача вот просто наблюдать, просто быть с тем, что есть. И вот это у нас основная задача в нашей практике. Просто быть в настоящем моменте и осознавать то, что происходит. На самом деле это, друзья, очень интересно. Потому что когда в какой-то момент ты ловишь это ощущение, что ты вот, ну вот просто ты сейчас, и ты дышишь, ты слышишь, происходит вот масса всяких процессов, это одновременно, и ты их наблюдаешь, и твое внимание такое расширенное, ну, очень интересное ощущение. В общем, я вам желаю это испытать. Конечно, я думаю, что на втором занятии навряд ли это получится, но при регулярной практике вы это испытаете обязательно, и у вас это будет все чаще и чаще, и у вас будет получаться это лучше и лучше, и это будет вам давать вдохновение дальше практиковать. Вот. А пока предлагаю вам опять перейти к практике. Давайте непосредственно сейчас снова помедитируем, и уже более осознанно, потому что теперь понимаем, какая у нас задача в практике, а у нас задача просто наблюдать то, что сейчас происходит. Поэтому давайте помедитируем, друзья, и просто понаблюдаем, что сейчас будет с нами происходить. Намасте.